Виктора Яковлевича сегодня пришли поздравить коллеги из Института истории и права. И слово предоставляется доценту, кандидату исторических наук Валерию Серафимовичу Зубкову. Также вот у нас зам по научной работе Надежда Николаевна Медведева. Вот пока подождите. Я немножко, получается, вперед вышел, но тем не менее. Вот наше здесь с вами собрание, она свидетельствует о том, что на родной земле Виктора Яковлевича чтят, уважают и как могут чествуют. И на самом деле аппаратные игры нас касаться, в общем-то, не должны. Я всегда думал о том, с чем сравнить Виктора Яковлевича. И тут мне вспомнил буквально сегодня сказка про мудрого паучка Ананси. Есть сказка у одного из народов африканских. Вот этот мудрый паучок всю жизнь собирал мудрость народную, решил ее сберечь, залез на высокую пальму, колебас складывал, в сосуд с тыквой. Не удержал, рухнул этот бедный сосуд вниз, разбился и разлетелось все, что куда. Опять стала задача собирания мудрости. Так вот, Виктор Ильич, видимо, появился вовремя, в тот момент, когда собирать народную культуру, так сказать, ее традиционный образ стало уже очень своевременно. Тем более у него были в этом плане великолепные предшественники, о которых все здесь знают. Ну и я, конечно, должен отметить, и здесь уже говорили, такую черту Виктора Ильича, как, безусловно, цельность натуры, упорство в достижении цели, о чем здесь говорилось. И, конечно, им сделано немало. И что важно, он, конечно, не только собирал, издавал, но он уже успел многое передать непосредственно живущим здесь молодым людям, работая в стенах нашего университета. Причем начинал он работать еще, когда это было АГПИ, когда шло становление, точнее, восстановление исторического образования. Это где-то так 85-86 годы, когда мы собирали всех по крохам, всех, кто работал в Хатмияле, в других учреждениях, кто хоть как-то был связан с изучением истории далекой и не очень далекой. Вот Виктор Ильич в этом отношении уже в те годы успешно трудился. Ну и потом, действительно, более 20 лет он возглавлял практически кафедру археологии, этнографии, исторического краеведения, чуть меньше. И в этом плане вклад его, несомненно, очевиден. Поэтому я хочу, Виктор Ильич, вас еще раз поздравить, уже и от лица коллег Института истории права, из тех, кто с вами работал, от числа студентов, и многих вам лет и хорошего здоровья. Спасибо. Я хочу добавить, знаете что? Вот наша кафедра же называлась археология и этнография. Археологию я поставил вперед, потому что традиционно все-таки археология у нас изучалась со времен еще там Мессершмитта. И иногда мне было самому тяжело ездить, вот, но не удавалось. И я цеплялся к нашим археологам. Вот Андрей Иосифович меня взял, чтобы я показал, где находится крепость там на Усть-Тунгужуле. А я попросил, чтобы он меня еще в Агаскыр завез, там как раз были информаторы. То есть вот мы друг друга дополняли. Я думаю, что это Устинкина. Да, и бандита Колика. Расскажите. У нас еще вот коллега, вот как я уже отметил, слово предоставляется кандидату исторических наук, доценту Надежде Николаевне Медведевой, заместитель по научной работе Института истории и права. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые гости. Очень приятно, что так широко отмечается юбилей нашего коллеги Виктора Яковлевича Бутанаева. Я говорю так широко, потому что буквально на днях из Абакана Виктор Яковлевич уезжает в Бишкек, где будет проводиться международная конференция, посвященная его юбилею. Я хочу сказать о работе Виктора Яковлевича
в стенах Института истории права. Как уже было сказано, биографию Виктора Яковлевича, наверное, уже все знают. Нужно отметить еще раз, что 23 года он работает уже в Хакасском государственном университете. Первоначально это был Абаканский государственный педагогический институт. И действительно, становление кафедры археологии и этнографии, исторического краеведения полностью связано с именем Виктора Яковлевича. Хотелось бы сказать о том, что сейчас в университете проводятся катановские чтения. Они в этом году у нас как никогда, наверное, масштабные. Начались они у нас с 14 марта и завершаются 29 апреля. То есть целая серия мероприятий. Что касается Виктора Яковлевича, хочу сказать, что 12 марта, как раз в день рождения Виктора Яковлевича, в библиотеке нашего института была открыта выставка трудов Виктора Яковлевича. Надо сказать, что когда студенты увидели такое обилие трудов, написанных одним человеком, подготовленных одним человеком, это, конечно, для них было большим удивлением. Кроме того, 14 апреля у нас в институте состоится, вернее, будут работать секции исторические, юридические, 8 исторических секций, и из них 2 секции – это секция археологии и отдельно секция археологии и этнографии. Эти секции будут, скажем так, обсуждать те проблемы, которые в разное время, в разных работах поднимал Виктор Яковлевич Бутанаев. Ну и еще надо сказать, что все мероприятия, скажем так, и связанные с научной деятельностью в институте, и с юбилеем Виктора Яковлевича у нас завершаются 27 апреля. 27 апреля в 3 часа дня в актовом зале главного корпуса, это проспект Ленина, 90, состоится еще одно юбилейное мероприятие, посвященное юбилею Виктора Яковлевича Бутанаева. Поэтому Институт истории права тоже проводит такие юбилейные мероприятия. И хочу сказать, что вышел очередной номер университетской газеты. Здесь была опубликована статья о заслугах Виктора Яковлевича. Кроме того, Институт истории права выдвинул кандидатуру Виктора Яковлевича на получение премии имени Николая Федоровича Катанова, но судьба пока так и не ясна. О Викторе Яковлевиче было сказано очень много, и, кажется, даже добавить нечего. Но мне кажется, можно сказать еще и о том, особо подчеркнуть, что, наверное, не каждый ученый может во имя науки пожертвовать какими-то семейными ценностями, может еще что-то принести, скажем так, на алтарь науки. Я хочу сказать о той поездке, которая состоялась в мае 2002 года, Виктор Яковлевич, я не ошибаюсь, да, когда Виктор Яковлевич побывал в Китае и, в общем-то, еще раз подтвердил, что массовый угон хакасского населения, он действительно состоялся, и как большой ученый Виктор Яковлевич Бутанаев имеет, конечно же, свою концепцию создания государственности у хакасов. Наверное, такую концепцию может действительно создать только большой ученый, а уже дело жителей, дело просто жителей республики, дело коллег, учеников Виктора Яковлевича поддержать или не поддержать. Ну, в общем-то, надо сказать, что мнение к концепции Виктора Яковлевича оно далеко не однозначное. И, к большому сожалению, представители власти не очень, скажем так, одобрительно относятся к этой концепции Виктора Яковлевича. Я думаю, что здесь аудитория достаточно взрослая, все прекрасно понимают. И вот сегодня, в такой юбилейный день, я просто еще раз хочу Виктору Яковлевичу пожелать неиссякаемого оптимизма, сил, здоровья, и чтобы все ваши планы осуществились. Я надеюсь, что мы с вами еще раз встретимся 27 апреля в 3 часа дня в главном корпусе. Опять-таки по поводу празднования юбилея Виктора Яковлевича. Значит, со своей стороны я сейчас вручаю программу нашей конференции. Сегодня мне уже прислали. Конференция, которая будет проходить, значит, в Бишкеке. И я должен открыть маленький секрет. Надежда Николаевна тоже поедет со мной.
она будет представлять, значит, в Бишкеке как раз наш университет, и я думаю, что это будет очень смешно.